Лічба 700 – гэта толькі колькасць сем'яў у рэгіёне, якія па розных прычынах трапілі ў катэгорыю сацыяльна небяспечных. Дзяцей, якія выхоўваюцца ў такіх сем'ях, значна больш. Валерый Шубертаў гадуе сына школьніка сам, хаця ў хлопчыка ёсць і маці, але яна не вельмі часты госць у гэтай кватэры. Наш ребенок попал не так давно, это было дело летом, попал под машину. Вот, значит, не было уделено там внимания. Проблема у нас с мамой. Мы с сыном живем вместе вдвоем. Мама нас посещает здесь. Сейчас в последнее время стала посещать. Одно время не было вообще ее видно, слышно. Начальник инспекции по справах непаўналетних администрации Ленинского района Александр Навумовец постоянно наведывает такие семьи. Под непосредной увагой яго, а таксама социальных педагогов района и іншых супрацоўнікаў управления внутренних справ Брестского аблвыканкама на сегодня находится 40 подобных семей, где выхоўваецца 58 детей разных узростов. Основными критериями большинство родителей – это те родители, которые имеют проблемы с алкоголем, злоупотребляют алкоголем, привлекались к административной ответственности. Это те лица, с которыми отделом внутренних дел проводится профилактическая работа по различным основаниям. Те, которые совершали правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Есть семьи, которые признаны находящиеся в социально опасном положении в связи с тем, что подростки неоднократно привлекались к административной ответственности, и родители сами не справляются с их поведением. Семья Юлии Абрамчук и Сергея Василюка, где выхоўваецца 4-гадовый сын, таксама признана социально небяспечным. У нас так получилось, что мы с супругом поругались, и получилось так, что он меня ударил. Соответственно, тут была милиция, участковый, и его посадили потом. С 18-го года ни одного, ни залета, ничего. У нас просто что тогда вот такая ситуация получилась, и поставили ребенка на учет. Я уверена, что это был последний раз. Конечно, конечно, вы что? На жаль, праблема сацыяльна небяспечных сем'яў пакуль існуе. І хаця праца з імі з боку розных службаў вядзецца рэгулярна, наўрад ці яна вырашыцца канчаткова. Хаця спецыялісты ўжо адзначылі, у мінулым годзе у цэлым па вобласці такіх сем'яў стала амаль у 3 разы менш. Участковые инспекторы по делам несовершеннолетних на постоянной основе посещают такие семьи. Для чего? Для того, чтобы в первую очередь это проконтролировать, как ребенок проживает. И, естественно, это физическое состояние родителей. К сожалению, у нас и были недавно такие случаи, когда сотрудник милиции приходит в такую семью и находит одного из родителей в нетрезвом состоянии. Дальше происходит уже все согласно действующему законодательству. Так вот, для того, чтобы таких семей стало намного меньше, необходимо объединиться и предпринимать все условия, чтобы наши дети жили в чистоте, в уюте, в заботе и понимании. Юрий Печур, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».